Международный день школьных библиотек отмечается ежегодно в 4-й понедельник октября. Александр Сергеевич Пушкин. Николай Васильевич Гоголь. Бартов. Агния Львовна. Здесь таится совсем другой мир. Мир тишины, умиротворения и некой таинственности. Районная библиотека, культурный центр притяжения. Здесь живут книги, каждая из которых молчаливо таит в себе огромное количество знаний и полезной информации. Их хранительница Людмила Дмитриева знает каждую из них. И вот уже на протяжении 12 лет она стремится, чтобы чтение книг было не только познавательным, но и интересным. В современном обществе многие люди, молодежь в основном, считает, что роль библиотек уже устарела и не несет какой-то своей функции, потому что сейчас уже есть и интернет, есть онлайн-библиотеки и прочее. Но если так мы будем считать, то у нас ничего не останется. Не останется никаких культурных ценностей, не останется каких-то воспоминаний. Все-таки интернет – это такое пространство, в котором ты прочитал книгу, ты ее не потрогал, и ты про нее уже потом через какое-то время забыл. А если в руки попадается книга уже с историей, которая повидала уже много людей, прошла через многих, то уже, мне кажется, у нее будет своя какая-то своя душа у этой книги. И захочется приходить и найти, наверное, находить такие книги, которые имеют свой характер. С давних времен и до наших дней библиотеки являются хранилищем бесценных знаний. В Крымскалинском районе первая библиотека у нас была образована братьями Султангалеевыми. В 1912 году было 2 библиотеки. Позже были построены 4 избы-читальни. Они были деревянные. По воспоминаниям старожил, в этих библиотеках было печное отопление, и дети очень любили туда приходить и читать, потому что библиотекари это настолько интересно проводили мероприятия, и всегда там было очень много народу. Постоянство – отличительная особенность библиотекарей, и окунувшись в мир книги однажды, они остаются в нем навсегда, становясь посредниками между книгами и читателями. В библиотеке тут уже идет от того, например, какую ты книгу увидел. Вдруг когда-нибудь читатель придет и попросит интересное издание, а библиотекарь поймет, что эту книгу он не читал, и захочется ему тоже узнать об этом сюжете. И либо после просмотра фильмов, может быть, и у библиотекаря, и у читателей, кстати. И при том, что библиотекарь, который не читает, он же не может посоветовать ту книгу, которая понравится тому читателю. Соответственно, библиотекарю нужно понимать психологию человека и понимать какой-то характер, наверное, чтобы предложить то, что можно будет ему прочитать. Без читательского внимания библиотека не остается. Свободного времени и даже каникул у библиотекарей нет. Читатели круглый год приходят за детской, художественной или научно-популярной литературой. Чем так манит библиотека и почему вместо того, чтобы получить нужную информацию в интернете, читатели по-прежнему спешат в читальный зал? Я творческий человек и сюда прихожу за поиском новых идей. Здесь очень много книг, и я всегда могу найти то, что мне нужно. Особая благодарность библиотекарям, потому что они очень открытые, доброжелательные и всегда могут помочь найти ту книжку, которая мне нужна. Книжный фонд районной библиотеки укомплектован полностью. На этих стеллажах можно найти все, от школьного букваря до научных трудов. Для того, чтобы фонд библиотеки очень объемный, и для того, чтобы найти интересующее издание, нам помогает картотека. Здесь у нас есть алфавитный каталог, здесь у нас все библиографические карточки расположены по алфавиту, и, соответственно, мы таким образом можем найти, например, книгу Гайдара. Как мы ее найдем в фонде? Это тоже интересно. В фонде у нас издания расположены также по алфавиту и распределены по своим знакам. То есть, получается, на каждой полочке своя книга стоит. Как раз таки можно посмотреть издание, которое нам нужно. В 5-м отделе медицина, в 6-м у нас история. Можно найти любое издание, которое нам нужно будет. К примеру, руководство врачей скорой помощи. Вот такое издание. Людмила знает лицо многих читателей, поэтому может предположить, какую книгу кто возьмет в следующий раз. Посещают семьями
и читают прям, берут по много книг, по 6-10 книг, и читают целый месяц, обмениваются, общаются. Таких семей очень много, и это приятно. Как правило, взрослые люди любят обращаться к классике. Все мы в школьном возрасте прочитывали и Пушкина, и Булгакова, и многих-многих классиков, но не до конца понимали и сюжет, и интересные события, которые проходили там, потому что в силу своего возраста это невозможно понять. И, соответственно, когда мы становимся взрослыми, перечитывая эти произведения, романы, мы понимаем глубже этого писателя, и понимаем, о чем была речь вообще. Вот так в компании книг школьники Регина и Елисей могут сидеть часами. Любовь к книгам им привили с детства. Когда я была маленькая, мама мне постоянно читала ночью сказку «Белоснежку». Я часто хожу в библиотеку, чтобы прочитать интересные сказки. Там интересные сказки, любимые сказки о войне, рассказы о войне. Когда я был маленьким, мне мама часто читала сказки, мне очень сильно нравилось. Идет бычок, качается, вздыхает на ходу. О, досочка кончается, сейчас я упаду. Огней Бартов. В библиотеку можно записаться уже с 3 лет. Для чего это нужно? У нас есть книги просто с иллюстрациями, есть книги, которые мы делали самостоятельно, вы уже, наверное, помните, мы тактильные книги шили для развития, и их очень приятно и потрогать на ощупь, и для детского развития они будут полезны. Кроме того, есть книги с крупными буквами и книги по слогам, для того, чтобы дети быстрее обучились этому навыку. Дети где-то школьного возраста, среднего школьного возраста, конечно, любят читать русскую литературу. У нас также много любительской литературы, например, это Иванов, Устинова, различные, получаются, любительские такие книги. Но уже в подростковом возрасте многие начинают любить зарубежную литературу. Это и Гарри Поттер, всем известные, Властелин колец, фэнтези различного рода, но также и классика. Например, Роберт Льюис Стивенсон, также почитаем у читателей. И Холли Веб, например, дети очень любят. Много очень авторов и зарубежных, и русских читаются. На сегодняшний день библиотеки по-прежнему не теряют своей актуальности. И даже в эпоху современных информационных технологий они по-прежнему остаются центром знаний и культурного досуга. А завести карточку читателя может любой желающий.